Национальный гимн Республики Абхазия ознаменовал начало весенней сессии Народного собрания. В начале заседания из 20 вопросов повестки дня 2 были сняты для доработки. Это законопроекты о внесении изменений в закон об инвестиционной деятельности и в постановление Кабмина, касающегося перечня сырья и материалов, ввозимых на территорию Абхазии, не подлежащих налогообложению. Депутаты парламента во втором окончательном чтении утвердили бюджеты фонда репатриации и Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Также в окончательном чтении депутаты приняли часть 4 Гражданского кодекса. Проект закона регулирует права на интеллектуальную деятельность и индивидуализацию. Мы говорим, например, об авторстве произведений науки, литературы, музыки, песен, то есть, логотипы, бренды, то есть все это нужно защищать в установленном законном порядке. Граждане обращались с просьбой разъяснить, каким образом результат их интеллектуальной деятельности может быть защищен в Республике Абхазия. Но защита сама по себе есть, понятное дело, у нас есть судебная, общего характера судебная защита. В то же время для того, чтобы те или иные вопросы не доводить до суда, необходимо иметь документы по регистрации результата твоей интеллектуальной деятельности. В этой связи регулирование отношений в этой сфере будет, на мой взгляд, востребованным. Парламент внес изменения в некоторые законодательные акты в сфере борьбы с незаконной добычей криптовалют. Изменения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 1 года до 3 лет с конфискацией оборудования. При первичном подключении к сетям, если действия не содержат уголовно наказуемого деяния, у нарушителей конфискуют оборудование. Также будут изымать и трансформаторы. Конфискация будет осуществлена на основании решений суда. У кого-то 2-3 майнинга, мы это смотрим, ищем, а где трансформатор целенаправленно на добычу криптовалюты, мы не изымаем трансформатор. Это, я считаю, неправильно, поэтому внес такую поправку. Если поддержите, то будет хорошо. И не будет у нас проблем, и как раз и трансформаторы будут в Черноморэнерго. Решение этого вопроса чрезвычайно важное для энергетики Республики Абхазия. И депутатский корпус считает, что большая доля дефицита электроэнергии связана именно с незаконной добычей криптовалюты. Поэтому мы идем на то, чтобы усилить эти нормы максимально. Надеемся на соответствующие органы, что они будут добросовестно все это исполнять. Во втором окончательном чтении принято постановление о урегулировании оборота устройств для потребления никотиносодержащей продукции, их составных частей и элементов. И в парламент были обращения педагогического состава, родителей в школах, обратить внимание на то, что дети имеют беспрепятственный, по сути, доступ к приобретению этих устройств доставки никотина, так называемые вейпы. Соответствующий запрос мы направили в Министерство здравоохранения Республики, которое высказалось о крайне высоком риске заболеваний, различных заболеваний, в том числе очень тяжелых, и в целом, что вред чрезвычайно высокий от этих устройств. В первом чтении законопроект в целом был принят. Единственное, Дауд Витальевич, вы сказали, сроки вступления в силу этого закона были предложены изменить на 1 марта. Соответствующая поправка подготовлена. Прошу вас поддержать во втором и окончательном чтении. В первом чтении принят проект закона о государственной службе. Законопроект регламентирует систему, принципы, порядок поступления на службу, ее прохождение и увольнение, права и обязанности госслужащих, ограничения и запреты, связанные с государственной службой, требования к служебному поведению госслужащих, условия оплаты труда, социальные гарантии и другие аспекты. Также представленный вам законопроект вводит требования об обеспечении беспрерывной работы государственных органов по направлениям их деятельности, имеющих важное значение. В качестве одного из элементов антикоррупционного механизма следует также рассмотреть положение законопроекта, предусматривающее обязанность гражданина, поступающего на государственную службу, а также обязанность государственного служащего ежегодно представлять сведения о доходах
имуществе и обязательствах имущественного характера. Также в первом чтении принят проект жилищного кодекса Абхазии. Документ представил депутат Резу Зантария. В настоящее время в Абхазии действует жилищный кодекс, принятый в 1981 году. Разработка нового кодекса имеет целью восполнение существующего пробела в законодательстве обеспечения конституционного права граждан на жилище и регулирование жилищных прав. Мы сегодня видим и имеем жилье, оно практически является сегодня частным. Все выкуплены многоквартирные дома, при строительстве новых жилых домов, как право собственности передавать, что такое жилье, как оно принадлежит, также и юридическим лицам может принадлежать. Практически все понятия и все принципы, которые могут регулировать данные жилищные все условия, прописаны в нашем законодательстве. Я его не смогу, наверное, сказать так за 2-3 минуты высказать, но он готов к регулятору, он готов регулировать все жилищные и снимет много вопросов, связанные с теми коллизиями, которые сегодня сталкиваемся. Решением депутатов Центр специального назначения включен в структуру службы госбезопасности. Также погранотряд СГБ Абхазии переименован в погрануправление. Депутаты во втором и окончательном чтении приняли закон о стратегических объектах. Законопроектом рассмотрены объекты, которые могут быть отнесены к стратегическим. Это объекты оборонного производства, энергетика, недра, лесной фонд, объекты историко-культурного наследия, объекты, представляющие особую научную ценность и другие. В законопроекте содержатся нормы, не допускающие их приватизацию. Полный перечень стратегических объектов разрабатывается Кабинетом министров Республики Абхазия и представляется на утверждение в Народное собрание парламент Республики Абхазия в течение 3 месяцев с момента принятия настоящего закона. Кабинетом министров Республики Абхазия устанавливает специальные требования к режиму функционирования и эксплуатации стратегических объектов, направленные на обеспечение национальной безопасности. В случае чрезвычайных ситуаций президент Республики Абхазия в целях обеспечения защиты национальных интересов, жизни и здоровья населения вправе вводить особый режим охраны, эксплуатации и обеспечения жизнедеятельности стратегических объектов, в том числе с использованием вооруженных сил Республики Абхазия. Стратегические объекты, находящиеся в государственной собственности, не подлежат передаче в собственность третьих лиц, а также иностранных государств. Земельные участки, на которых расположены стратегические объекты, не подлежат переводу из одной категории в другую. Парламент принял постановление о создании комиссии по проверке контрактных обязательств госкомпании Апснергылара по строительству коттеджного поселка в селе Мачара Гулрыбского района. В комиссию вошли депутаты Инар Гицба, Дымур Гогия, Дмитрий Маршаня, Нарсо Салакая. Что касается фонда репатриации, у нас проблемы с этим фондом, вообще проблемы в этом фонде давным-давно. Нецелевое использование бюджетных средств, в первую очередь. Когда, значит, у них это самые средства, которые предусмотрены по тем статьям, которые принимаются законом, вами принимаются, направляются на другие расходы. Допустим, если это средства фонда, которые направляются на содержание репатриантов, они направляют, например, на строительство своего здания госкомитета. Это нецелевое использование бюджетных средств. Что касается строительства, именно по которому сейчас поднимается вопрос, это строительство коттеджей номер 3, 4 и 6. Значит, при проверке было выявлено, что были выданы авансовые платежи, своевременно было финансирование. Все эти контракты, они продлеваются. Если сначала контракт заключается на 6 месяцев, он может быть продлен до 18 месяцев. И в конце даже 18 месяцев акты выполненных работ наши инспектора не увидели ни в Апснергылара, ни у подрядчика. Продлеваются регулярно, работы не выполнены, актов нет. Но суммы авансовых платежей, допустим, это 25 миллионов, 33 миллиона, я думаю, их освоить за 18 месяцев их можно было бы. Но, к сожалению, вот такая проблема существует в фонде репатриации. На время работы комиссии будет приостановлено использование средств из бюджетного фонда репатриации на 2024 год на сумму 93 миллиона 380 тысяч рублей, направленных на продолжение строительных работ, осуществляемых госкомпанией Апснергылара. Алика Трапшрамукамки, Абхазское телевидение.